Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие друзья. Месяц Рамазан очень благодатный месяц, как мы с вами и говорили. И самой ценной ночью месяца Рамазан, даже самой ценной ночью всего года, многие ученые говорят, это ночь предопределения, ночь могущества, ляйлятуль кадр. Пусть Аллах Тааля сделает нас из числа тех, кто застигнет, постигнет и проведет в благодати эту ночь. Аминь. Как же провести эту ночь? Часто этот вопрос возникает в умах каждого из нас. Провести так, чтобы потом получить огромную благодать от самого Всевышнего Аллаха Тааля. Сегодня мы постараемся вам ответить на этот вопрос. Во-первых, Аллах Тааля через пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, нам доводит такую информацию, что «Ахаббу а'мали иля Аллахи» — самое любимое деяние перед Всевышним — это выполнение его рабом фараид, то есть обязательных действий, обязательных молитв, обязательных поступков, действий, которые Аллах Тааля возложил как обязанность на каждого из нас. И таким образом мы получаем милость, благодать Всевышнего Аллаха Тааля. И в эту ночь особенно нужно быть внимательными к этим обязанностям. И одна из таких обязанностей – это провести ночную молитву вместе, джамаатом, постараться провести ее джамаатом, так как пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном из изречений говорит: тот, кто будет в мечети вместе с джамаатом читать ночную молитву и также утреннюю молитву вместе с джамаатом проведет, то Аллах Тааля запишет по своей милости этому человеку, как будто он выстаивал всю ночь в молитве. Поэтому постарайтесь уделить внимание Всевышнему, уделить время, чтобы вы нашли возможность приблизиться ко Всевышнему еще этим добрым действием. Также одно из добрых деяний, благих деяний, которыми стоит заполнить эту ночь, ночь могущества, ночь предопределения, это чтение слов Всевышнего Аллаха Тааля, заучивать Коран, читать слова Всевышнего Аллаха Тааля, читая, вникать в огромные, мудрые советы Всевышнего Аллаха Тааля, которые сделают нас счастливыми как и в этом мире, так и в следующем, иншаллах. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном из изречений говорит: поистине получение знаний является обязанностью каждого мусульманина, стремление к этим знаниям, получение знаний. Поэтому постараемся, давайте каждую ночь выучить какой-нибудь аят, какую-нибудь молитву, прочитать определенное количество, например, строк из Корана, и, иншаллах, пусть эти добрые деяния будут приняты и записаны как одно из добрых действий, которые мы совершили в ночь могущества, в ночь предопределения. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит: и за каждую букву чтения Корана вы получите вознаграждение. За алиф – вознаграждение, за лям – вознаграждение, за мим – вознаграждение. И за каждую букву, которую мы искренне читаем, открывая книгу Всевышнего Аллаха Тааля или читаем наизусть, мы будем получать несметные блага и благодать от самого Творца. Третье действие, которым стоит заполнить ночь могущества, ляйлятуль кадр, это зикр. Зикр, поминание Всевышнего Аллаха Тааля. В одном из изречений пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит: наилучшим или великим зикром Всевышнего является его книга Коран, которую мы, открывая, читая, таким образом восхваляем Всевышнего Аллаха Тааля. Но также есть огромное количество зикров, восхвалений, упоминаний Всевышнего Аллаха Тааля, вспоминаний Всевышнего Аллаха Тааля. Например, слова «Астагфируллах». Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, читал сам и советовал другим почаще произносить эту молитву. Описывается в хадисе, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, каждый день более 70 раз читал слова «Астагфируллах». «О Аллах Тааля, прости осознанно или неосознанно совершенные грехи и проступки и ошибки наши». Пусть Аллах Тааля удостоит нас чести очиститься от всего греховного, плохого и приблизиться к милости Всевышнего Аллаха Тааля. Также одним из зикров, которые стоит произносить
в эту благодатную ночь, это слова «Альхамдулилля». Альхамдулилля — это благодарность Всевышнему Аллаху Тааля. И Аллах Тааля в Коране говорит, если вы будете сердцем искренне и вашими словами, деяниями благодарить Всевышнего Аллаха Тааля, то Аллах Тааля на вас не спошлет свою благодать, подобно дождю. И эта благодать будет во всем, иншаллах. Пусть Аллах Тааля увеличит наше пропитание, нашу благодать, которая приходит от Всевышнего Аллаха Тааля. Также одно из зикров, которые стоит упоминать в эту ночь, это слова «Ля иляха илляллах». «Ля иляха илляллах». «Ля иляха илляллах Мухаммаду Расулуллах». Вспоминая слова шахада, мы таким образом делаем нашу жизнь еще более светлой, еще более заполненной светом Всевышнего Аллаха Тааля. Поэтому пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном из изречений говорит: «Джаддиду иманакум биль-каули ла иляха илляллах Мухаммаду Расулуллах». Произнося эти слова шахада, мы делаем светлыми наше сердце, нашу жизнь и увеличиваем благодать от Всевышнего Аллаха Тааля, нур от Всевышнего Аллаха Тааля. И Аллах Тааля в Коране говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахи рахманир рахим, узкуруллаха зикран касира». Поминайте Аллаха Тааля много, много поминайте. Поистине поминанием Всевышнего Аллаха Тааля успокаиваются наши сердца. Поэтому в эту ночь постараемся уделить внимание зикрам, вспоминанием, упоминанием Всевышнего Аллаха Тааля. Какие зикры знаем, какие воспоминания, упоминания о Всевышнем мы знаем, эти зикры почаще произносите. Слова «Альхамдулилля», «Аллаху Акбар», «Субханаллах» и так далее, и так далее. Очень много этих зикров. И какой бы зикр вы ни говорили, старайтесь, чтобы этот зикр не только был на языке, но выходил от самого сердца. И еще одно действие, которое стоит делать, особенно в эту ночь, ночь могущества, Ляйлятуль Кадр, это дуа, обращение ко Всевышнему Аллаху Тааля. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном из изречений говорит: «Ад-дуау муххуль ибада». Поистине, дуа, обращение ко Всевышнему Аллаху Тааля, это основа поклонения. То есть мы, обращаясь ко Всевышнему, получаем благодать, и это становится нашей основой нашего поклонения, наших гайбадатов. В одном из хадисов пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, передаваемым от Аиши, ради Аллаху анха, говорится, что Аиша обратилась к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, с таким вопросом: «Я Расулуллах, а если мы застигнем эту ночь, Ляйлятуль Кадр, с какими молитвами нам лучше обратиться ко Всевышнему?» И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, как раз обучает Аишу и тем самым дает каждому из нас огромную благодать, обучая этой молитве. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, как раз говорит: «Аллахумма иннака гафурун, каримун, тухиббуль афуа фагафу анна». О Аиша, обращайся ко Всевышнему с этими словами в ночь Ляйлятуль Кадр, ночь могущества, и непременно, иншаллах, получишь благодать этой ночи. В эту ночь также очень много есть благих, добрых дел. Желательно в эту ночь также давать садака. Если у нас, например, есть 1000 рублей, и мы не можем каждый день давать много, даже просто можем поделить эту 1000 на 10 дней, последние 10 дней месяца Рамазан, и таким образом один из вечеров, который мы дадим садака неимущим, бедным, нуждающимся, мы получим благодать, как будто мы платили садака, давали неимущим, бедным, нуждающимся более 83 лет. Пусть Аллах Тааля удостоит нас чести постигнуть эту ночь могущества, Ляйлятуль Кадр, и получить несметные блага этой ночи. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.